Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео. За вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Горячие новости для вас. Загадайте, пожалуйста, на себя, на горячие новости. И давайте посмотрим, какую информацию передаст вам песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, цыпочка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, здесь говорят о том, что какой-то человек уже буквально у вас на пороге. Кто-то к вам идет. Слева направо неожиданный кто-то. Тот, кого не ждете. Тот, на встречу с кем не надеетесь. Тем более, что к вам придет. Да? Какая-то вот прям... как тайна получается, может быть, в тайне, да, человек идет к вам, либо не предупреждает, хочет сделать сюрприз, да, может быть, человек сказал, там, я приеду через неделю, а приедет вот буквально сегодня, либо завтра с утра. Может быть, человек знает, что вы там не захотите общаться, да, другой вариант, не хотите общаться, не хотите видеть, и человек хочет застать вас врасплох. Просто появится на вашем пороге. Но человека этого вы знаете, и вас с этим человеком что-то связывает. Опять же, вы разные. У кого-то отыграется, что сюрприз сюрпризный, а у других человек, да, действительно хочет застать вас врасплох. Человек с собой что-то несет, как будто бы за пазухой у него что-то есть. Ну, обычно это желание сердца, да, желание сердца вас увидеть, желание сердца с вами побыть, вас чем-то порадовать, вас удивить. Просто насладиться вашим обществом. Да? Вот человек идет именно с этим. И прямо уже буквально на пороге. Ну, либо в 2 шагах от вашего порога. Встреча состоится, ну вот сегодня-завтра. Вот как-то так мне идет. Да, придет и что-то вам принесет. Может, предложение, может, слова какие-то. А может, подарочек вам принесет. А может быть, все вместе принесет. Но не с пустыми руками и не с пустой головой идет этот человек. В сердце для вас уже что-то приготовлено. Дальше, мои хорошие. Кто-то из вас может столкнуться с достаточно напряженкой. Да? Какая-то напряженка возникнет в жизни. Здесь у кого-то на вас виды, планы. Кто-то хочет вам то ли что-то поручить, то ли о чем-то вас попросить. Знаете, как вот подкинуть вам работы, как подкинуть вам проблем, наверное. Но если вы работаете, то, скорее всего, придется за кого-то работать, либо кого-то подменять, либо какие-то дополнительные функции, обязанности выполнять. Если вы не работаете, то, скорее всего, там то ли друзья-подруги, то ли родственники, да, вот с просьбой там помоги, выручай, сделай, да, я тебя прошу. Да, подкинут вам тут задач, подкинут вам работы. Но тут с правой стороны, скорее всего, какая-то безвыходная тупиковая ситуация. И если вы не поможете, если вы за это не возьметесь, то человек просто вот рухнет, да, сам не справится. И еще с правой стороны бык. Он небольшой, но рогами прям уперся. Кто-то может заупрямиться. Тот, кто согласился, либо в согласии, кого вы уверены, может сделать такой вот финт ушами, да, заупрямиться, упереться в одну точку, сказать, вот нет, я не согласен, либо я не буду, я не хочу, да, вот какой-то момент. И вам, мои хорошие, скорее всего, придется напрягаться для того, чтобы этого человека переубедить, либо как-то вот путем переговоров, договоров выйти хотя бы на золотую середину. Да, человек может вот неожиданно так себя повести. Но упрямый человек, заупрямится.
Тут может быть 1001 причина, почему так человек себя ведет. Может быть, этот человек там просто промолчал, а вы подумали, что молчит, значит соглашается, да, молчание знак согласия. И окажется по итогу, что нет. Небольшой бык, но прям уперся. Уперся, и вижу, что для вас это такая вот, знаете, задача за звездочкой уговорить. Уговорить, уломать, может быть, где-то вот хотя бы на полпути сойтись. Да, с правой стороны, кто-то свой, не чужой, свой человек, свой родственник, близкий человек. Может быть, даже подруга, либо друг. Так, слева. Здесь кто-то стирает белье. Не один человек, они то ли вдвоем, то ли втроем стирают. И я так понимаю, что ваше белье стирают. То есть люди о вас говорят. Причем у одних отыграется, что они прям сплетничают в чистом виде, по-другому и не скажешь. А у других люди говорят о вас, обсуждают вашу кандидатуру, там, может быть, какие-то ваши сильные качества, слабые качества. Но опять же, вы разные. Здесь, смотрите, может быть, решается вопрос по поводу вашего будущего, там, карьерного роста, либо вы ищете работу, вы как резюме свое отправили. Может быть, вы в какие-то органы обращались с какими-то просьбами, подавались на какие-то, может быть, программы, да, и сейчас вот сидят 3 человека, либо будут вот сидеть и будут вас обсуждать. Достойны ли вы, либо соответствуете ли вы критериям, в таком ключе, да. У других банальные сплетни, да, сидят люди и о вас вспоминают и вас обсуждают. Как бы там ни было, щеки будут очень сильно гореть. Смотрите, у кого будут гореть щеки, значит, о вас сплетничают. У кого будут гореть уши, значит, обсуждают вашу кандидатуру. Понимаете, так можно различить. А если у вас горят и щеки, и уши, значит, одни сплетничают, другие обсуждают вашу кандидатуру. Но вот не пугайтесь, это в принципе не страшно, да? Ничего такого криминального здесь нет, просто вот такой неприятный момент. Загорятся ни с того ни с сего уши, либо щеки, либо все вместе. Будете ходить и думать, что такое, что происходит. Говорят, о вас просто говорят. Так, еще говорят о каком-то мужчине и говорят, что он будет при деньгах, либо у него будет большая сумма денег. То есть здесь грипп у мужчины, с него рост, может быть даже больше. Это большая сумма, это большие деньги. Если этот мужчина ваш, то очень важно проконтролировать, как он поступит с этими деньгами. Да? Пусть они лучше пойдут на благо семьи, пусть на любимую женщину тратит, на любимых детей, да, чем на какие-то там развлечения, либо дурные покупки, назовем это так, да, не полезные. Если этот мужчина не ваш муж, мужчина может быть кем, парнем может быть, да, просто знакомый мужчина, то этот мужчина может вам денег дать для того, чтобы какая-то ваша проблема решилась, либо какое-то ваше желание воплотилось. То есть говорят о том, что деньги шальные, их много, и мужчина их не будет считать, да, он не будет с ними церемониться. То есть если ваш мужчина, то залазим к нему куда? В карман, да, и говорим, вот давай потратим на детей, потратим на нас и отложим на будущее. Если мужчина не ваш, то тут не грех как попросить, да, попросить, либо просто озвучить свою проблему. Он и сам скажет, давай я тебе дам денег, реши свою проблему. Либо купи то, что тебе нужно. Давай я исполню твою мечту. В таком ключе. Мужчина при больших деньгах. Но вы этого мужчину 100% знаете. Так, еще. Медленно, но уверенно решается какой-то вопрос. Там слишком много людей замешано, да. В принципе, дело хорошее, вопрос важный, и да, он решается, но не так быстро, как бы вам хотелось, либо из-за того, что много людей там подключены, как цепочка людей очень достаточно объемная, длинная, широкая, то придется еще немножко подождать. Вы, главное, не нервничайте, не форсируйте события, все решаемо, все решится, процесс идет. Да, он медленный, но нет никакой возможности его ускорить. Да? Вот нет такой возможности. Слишком много разных людей там участвуют, либо задействованы. Да? И вот эта вот цепочка взаимодействия может иногда хромать. Понимаете?
у всех там свои дела, задачи, время ограничено, лимитировано, и вот как бы из-за этого процесс немножко затягивается. Но он идет, и он закончится очень положительно для вас. Я понимаю, что вы переживаете, не могу конкретизировать, что это, потому что вы все слишком разные, но все будет хорошо. Здесь говорю, все хорошо, процесс идет, да? Не бойся, не волнуйся, просто дождись. Дождись, пока все закончится. И еще. Здесь какая-то крыса пытается залезть к вам в карман. Интересно, что крыса с правой стороны. То есть человека вы знаете, может быть, даже с этим человеком вы в родственной связи. Но крыса — это все-таки про плохие поступки, да, может быть, что-то ваше забрать. Ну, не буду говорить украсть, да, ну, в общем, вы поняли, да, экспроприировать. Вот. Могут быть даже моменты, когда человек для того, чтобы себя выгородить, может врать. Человек может какие-то вредоносные действия совершить. Но в карман залезть, значит, что-то ваше забрать, что-то у вас забрать. Будьте, пожалуйста, поаккуратнее и лучше не оставляйте свои ценные вещи вот так, да, на виду, без присмотра, в надежде, что ну, все свои, да, все знакомые, никто ничего не возьмет. Могут либо взять, либо испортить вещь, испортить, да, там опрокинуть, разбить, сломать в конце концов. Да, ценное, важное лучше не оставляйте, потому что крыса пытается заглянуть к вам в карман. И да, не давайте никому поносить свои вещи. Даже просто накинуть. Вот, не давайте. То ничего хорошего из этого не выйдет. Могут и порвать, могут и одолжить, поносить и никогда больше не вернуть. Ну, в таком ключе информация. Поосторожнее надо быть. Так, здесь мужчина окрыленный, женщине двойку предлагает. Но двойка — это союз, да, быть в союзе. Союз встречаться, общаться, жениться, да. Мужчина окрылен, потому что, да, он на крыльях чувств своих летит к вам. Возможно, это тот, который у вас на пороге. И вижу, что предлагает. А у вас ответная реакция. Вы давно ждали это предложение. Возможно, даже по маленькой куриной лапке, ну, к каким-то техникам прибегали. Ну, кто-то обряд совершил, кто-то, может быть, какой-то ритуал, кто-то шепоток сказал, да, как вызов любимого, да, кто-то сделал. Но лапка маленькая, значит, что-то несерьезное, да, лайтовое, да, легкое. Ну, в общем, придет, причем окрыленный, и двойку вам будет предлагать. Дальше, мои хорошие, Солнце и Луна. Но вообще-то знаки мага, экстрасенса, мага, вот как хотите, так и называйте, эзотерика. У вас они с правой стороны. Вы, конечно, у меня все разные, но вижу, что вы что-то такое мистическое, эзотерическое, паранормальное сделаете, либо проявите, да, вот какое-то проявление ваше, которое кажется паранормальным, которое мистическое, которое волшебное, которое магическое. Тут даже может быть у кого-то испуг. Легкий испуг от самой себя, либо от самого себя. Вы безошибочно можете что-то предсказать. Я не буду говорить угадывать, потому что угадывать это совсем в другом направлении. Здесь именно предсказывать, предвидеть, может быть, даже как притянуть, да, потому что вот у нас тут вызов происходит, притянуть то, о чем мечтаете, желаете, но будьте осторожны, потому что притянуться может как и хорошее, так и плохое. И ваше предсказание, хорошее либо плохое, тоже может 100% исполниться. В ближайшие несколько недель, давайте лучше недель, где-то вот 2-3 недели старайтесь не думать и не говорить о плохом. Иначе вы можете по Солнцу и Луне это притянуть. То есть произойдет вспышка ваших способностей, и вы к себе притянете. Притянете, причем в чистом виде. И винить будет некого, если притянете плохое. Ну, а если притянете хорошее, то, сами понимаете, в радость, в восторге — это то, что вы испытаете. Ну да, с вашей стороны, это не кто-то, это вы творите магию, либо вы паранормально себя проявляете. Главное, не бойтесь и о плохом не думайте, и тогда вообще все будет классно. Так, с левой стороны. Здесь у какой-то женщины из-за вас удар. Вот удар.
ее схватил, либо буквально вот на днях, в ближайшие там часы схватит, да, в ближайшие сутки это произойдет. Ударствовать женщина будет из-за вас, либо уже ударствует. Здесь показано, что не может она смириться с тем, что вы растете. Не может она смириться с тем, что вы живете, что вы любите, что вы работаете, что вы хорошо выглядите, что вы улыбаетесь в конце концов. Вот не может она с этим смириться. То ли это какая-то ваша как вражина, да, подколодная, то ли это какая-то ваша соперница. И тут то ли встреча произойдет, то ли ей кто-то что-то про вас расскажет. Она-то думала, что вы там уже все закончились, да, что все уже, как бы конец вам пришел, плохо-плохо, хуже некуда. И тут как бы она вас видит, и вы такая красивая, благоухающая, такая вот прям улыбаетесь. И она такая, блин, как же так, да? Я же на нее порчу сделала. А она счастливая, улыбается, красивая, веселая, да что ж такое, да? Ну, либо кто-то ей расскажет, что вас видел, и что у вас дела неплохо идут, и что вы очень хорошо выглядите, и что вокруг вас там мужики крутятся, ну, либо если вы мужчина, то женщины крутятся. И у человека действительно случится кризис, да? Удар, кризис, помутнение, да, прям совсем плохо себя почувствует. Ну, что ж поделаешь, был бы нормальным этот человек, либо эта женщина, да, никаких бы проблем и не было. Но поскольку человек гнилой изнутри, сердце черное, тухлое, то и ударствовать будет. Вот так вот. Станете причиной удара вашего врага, да, либо вашей соперницы. Еще, смотрите, здесь комету показывают, какое-то яркое событие, как комета на небе. Редкое явление произойдет в вашей жизни, редкое событие произойдет в вашей жизни, словно бы комета пролетает над головой. Что-то удивительное, будоражащее, и грех таким не воспользоваться. Это может быть и внимание, это может быть и знакомство, это может быть и какое-то предложение, и даже какая-то возможность. Редкое явление в вашей жизни, понимаете? Поэтому не нужно бояться этого, нужно этим воспользоваться. Летит комета справа налево, пролетит очень быстро. Вот если будете стоять, моргать, смотреть на нее, быстро пролетит, быстро погаснет. А вот если вы прям подпрыгните, как схватите руками, вот тогда все и случится. Здесь очень похоже на шанс резко все в жизни поменять. Либо хотя бы в какой-то из сфер жизни резко все поменять, развернуть в очень лучшую сторону для вас. Но опять же, не каждый сможет, не каждый среагирует. Но тут реакция, конечно, нужна отменная. Либо люди могут просто побояться. Ну, кто сможет схватить комету, тот молодец, тому повезет. Вот. Ну, кто не сможет, не расстраивайтесь. Либо каким-то другим путем, да, вы жизнь свою поменяете. Вот, не отчаивайтесь. Но будет зрелищно. Зрелищно, и прям такое замирание сердца произойдет. Конечно, комета – редкое явление в вашей жизни. Если честно, я никогда не видела, как кометы летят. По телевизору, наверное, только видела. А так нет. Но кто видел, напишите в комментариях. Успели ли вы загадать желание в этот момент? Еще раз говорю, не привязывайтесь, что это комета. Это может быть и предложение, и появление какого-то человека, и знакомство с кем-то, и даже какая-то возможность. Да? Это может быть что угодно. Но оно в песке выглядит как комета. Яркое и редкое событие. Так, дальше, мои хорошие. Здесь кто-то из близких на вас обижен. Причем человек не просто обижен, человек глубоко уязвлен в самых лучших чувствах, в самых лучших проявлениях. Причем вы этого человека обидели, либо задели совершенно произвольно, да, вы даже об этом не задумались. Может быть, человек в неудобное для вас время, либо когда вы сильно заняты, с чем-то к вам подошел, либо чего-то там от вас хотел, а вы как отмахнулись, да, либо сказали, вот мне некогда, я спешу. И человек очень сильно обиделся. Если вы замужем, например, там муж хотел нежность проявить, а вы такая, да мне некогда, отстань, либо я только-только накрасилась.
Вот, либо, может быть, кто-то из родственников, ну, в общем, обидели, да, человека вы обидели. Человек сейчас ходит мрачнее тучи и ждет возможности вам все это высказать, либо даже отомстить. Но отомстить в плане вот как ты ко мне, так и я к тебе. Ну вот детство, да, это детство, это детские обиды. Значит, мои хорошие, если вы среагируете бурно, то есть скажете, ты что тут из себя строишь, да, зачем ты так себя ведешь, произойдет скандал. А если вы посмеетесь, ну, по-доброму скажете, ой, ты мой миленький, там, обидела тебя, ой, извини, там, не хотела, ну, как-то на шутку это все сведете, то человек быстро и оттает. То есть будет ли конфликт, либо конфликта не будет, это в ваших руках. Поймите, что человек на взводе, и малейший намек на искру в виде там вашей поднятой брови, либо там железо в голосе, это все, это будет огонь, это будет ссора. Но если вы с улыбкой, с шуткой, прибауткой, да, все сразу сойдет на нет. Человек пар выпустит, скажет, ну, если было некогда, ладно, все, прощаю, да, проехали. Да, старайтесь со своими близкими все-таки как-то по-доброму, по-ласковому. И все переводите в шутки. И тогда вообще никаких конфликтов, неприятных моментов точно не будет. И еще дятла показывают. Дятел прям вправо смотрит. Кто-то может задалбывать в прямом смысле слова. Либо кто-то может вести себя как дятел. Ну, во всех аспектах, смыслах этого слова. Может быть, там сосед начнет ремонтом заниматься. Срочно ему там нужно картину повесить на стену из бетона. Может быть, кто-то вас начнет там все время дергать, там, названивать вам, написывать. Ну, здесь именно поведение дятла. Вот. Очень сложно с этим человеком будет договориться, либо бороться. Настойчивый, но надолго этого человека не хватит. Там просто нужно перетерпеть. Там, перетерпеть пару часов, перетерпеть сутки, там, перетерпеть до вечера. Вот как-то так идет. Даже не связывайтесь, даже не пытайтесь что-то этому человеку сказать, все равно не поймет, либо у человека просто нет ушей. Все. Он делает то, что считает нужным, он ведет себя как стопроцентный дятел, и с этим ничего не поделаешь. Вот. Не травмируйте себе психику, не расстраивайтесь, просто перетерпите. Вот так идет, перетерпеть надо. Ну и в самом венце у нас классный знак, стрелка вверх и юла, которая остановилась. Стрелка вверх говорит о том, что что-то пойдет вверх, наладится, улучшится, дела ваши могут пойти вверх, здоровье может у вас улучшиться, ну, какие-то болячки отступить могут, там, лучше себя чувствуете, активность ваша повышается, стрелка идет вверх. Ну и также ваш авторитет растет. Юла остановилась, меньше суеты, меньше беготни, меньше вот каких-то таких моментов, когда крутишься как юла и остановиться не можешь. То есть здесь можно будет и отдохнуть, и выдохнуть, ну, либо, в принципе, стабилизировать свою жизнь. Может быть, сейчас вы крутитесь как юла, как белка в колесе, но буквально вот самые ближайшие там несколько дней ситуация коренным образом поменяется. Юла остановится, и можно будет передохнуть. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.